Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для львов. Посмотрим основные события на колоде Таро и отношения работу финансы посмотрим на картах Ленорман. Сначала основные события. Выпадает у нас карта. Замечательная карта «Десятка чаш». Исполняются все желания у львов на этой неделе. Теперь отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера и для тех, кто в ссоре. Работа у тех, кто имеет уже стабильную работу, у тех, кто ищет работу и те, кто имеют свое дело. Финансы. Финансы и совет. Итак, первая карта «Десятка чаш». У львов замечательные возможности исполнить какие-то свои заветные желания. Карта связана с праздниками, карта связана с какими-то приятными событиями, которые у близкого окружения происходят. Здесь могут быть и поездки, походы в гости, да, и могут гости к вам приходить. Карта говорит о том, что может быть какое-то очень яркое событие, которое действительно затронет сердце. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то решены важные вопросы в отношениях, примирение, может быть, какие-то подарки будут. Карта говорит о том, что могут решаться вопросы, связанные с недвижимостью, могут приезжать родственники издалека. В общем, карта говорит о том, что мы просто счастливы, мы в прекрасном настроении, мы всем удовлетворены. Замечательная возможность для тех, кто еще этим настроением не обладает, замечательная возможность приложить усилия и как раз получить желаемое. Десятка – это у нас уже результат того, что мы делали раньше. Да? Если даже раньше что-то у нас не получалось, то на этой неделе непременно получится. В общем, карта прекрасного настроения, оптимизма, исполнения желаний, подарков, праздников и так далее. Посмотрим отношения для львов. Те, кто находится в паре, выпадает карта «Дом», и она говорит о том, что вы, конечно же, будете, скорее всего, большую часть времени думать о том, что у вас происходит в вашей жизни, в вашей паре. Может быть, будут действительно обсуждаться какие-то темы, связанные с недвижимостью. Может быть, у кого-то это будет покупка-продажа. Может быть, у кого-то это будет вопросы благоустройства. Либо, может быть, вопросы, которые касаются совместного времяпровождения, да, то время, когда вы проводите вместе, когда вся семья собирается вместе. Вообще карта «Дом» говорит о том, что могут происходить какие-то очень важные события, может быть, закладываются какие-то основы, правила вашей пары, да, вы можете договариваться о обязанностях, допустим, один за одно отвечает, другой за другое, да, и у вас действительно какой-то порядок такой в отношениях намечается. Кроме того, карта говорит о том, что ваши отношения на этой неделе действительно на всех уровнях абсолютно комфортные, то есть и на уровне тела, и на уровне интеллекта, и на уровне души, то есть вы действительно сливаетесь друг с другом, вы понимаете друг друга, все вопросы вы решаете мирно, обо всем можете договариваться и так далее. То есть все необходимое приходит к вам. И есть такая тема защиты, безопасности, да, то есть вы действительно так себя чувствуете в уюте, в безопасности, в комфорте. Если действительно нужны
нужно решить вопросы безопасности, да, допустим, там сигнализацию поставить или еще что-то такое, тоже очень удачное время для этого. Ну и вообще дом – это всегда гости, да, это праздники, не только дом связан как бы с нашим пребыванием в нем, туда могут приходить наши близкие люди, да, то есть вот эти карты, они очень подходят друг к другу, говорят об одном и том же. Это неделя как раз у нас праздничная, когда у нас праздник всех влюбленных, и, конечно же, затрагивает это всегда наше настроение, да, и позволяет нам собраться вместе. Для тех львов, которые ищут партнера, выпадает карта «Медведь», и она говорит о том, что вы можете встретить своего партнера в каких-то местах, где, допустим, у нас решаются государственные вопросы, юридические вопросы, либо это, допустим, банки, да, где вот деньги, какие-то, подписание каких-то документов и так далее, и так далее. То есть вопросы власти, вопросы каких-то государственных учреждений вы, может быть, будете решать, и вот есть возможность познакомиться. Это с одной стороны. С другой стороны, вас могут познакомить, может быть, родители, либо знакомые какие-то люди более старшего возраста могут вам ну, как бы организовать встречу, да, либо это может происходить вот на празднике, когда вот все собираются и попадаются люди, которые друг друга не знают, да, есть возможность познакомиться, есть возможности и потом продолжать отношения. А также карта говорит о том, что можно встретить человека, который крепко стоит на ногах, человек, который способен быть защитой, опорой, который может о себе позаботиться, такой самодостаточный, да, то есть замечательная возможность. Теперь для тех, кто хочет помириться, для тех, кто в ссоре, выпадает карта рыба, а рыба – это у нас замечательный символ, который как раз говорит о том, что есть все возможности для того, чтобы наладить контакт. То есть как рыба в воде быть, да, то есть очень комфортно, можно пообщаться и действительно примириться. Также карта говорит о том, что могут быть затронуты какие-то вопросы денег, да, если вы решите вот денежные вопросы или, может быть, вопросы, связанные с недвижимостью, еще вот, может быть, с вопросами власти в ваших отношениях, да, кто главный, скажем так, то вот есть возможность помириться. Вообще рыба – это, конечно, замечательный символ, который настраивает нас на то, что самое главное – это отношения, это любовь, а все остальные мелочи, они лишь дополнительные, да, то есть если вот в самом главном вы понимаете друг друга, если вы в самом главном вы ну, как бы поддерживаете друг друга, то тогда и мелочи все можно будет решить. Теперь работа. Для львов, те, кто сейчас имеют работу, уже есть возможность выбора какого-то. Скорее всего, будут сложные ситуации, когда будет либо много работы, либо будет поставлена перед вами задача, которая вам кажется совершенно нереальной. Вы не знаете, с какого конца за нее схватиться. Да? Кроме того, могут быть вопросы в коллективе какие-то сложные, да, когда не знаешь, как себя повести, как, может быть, допустим, противопоставление себя коллективу, допустим, да, и этот вопрос как-то очень остро стоит, и никак нет возможности его решить. В общем, здесь действительно могут быть сложные ситуации, но они разрешимые. Самое главное не торопиться, самое главное не делать резких движений, самое главное все обдумать как следует, выбрать направление действия. Да, может быть, нужно даже и назад вернуться, да, в чем-то, отойти, как бы убрать вот эту остроту ситуации и уже как бы свысока, издалека посмотреть и подумать, как ее лучше решить. Карта говорит о том, что вот то, что мы вложили, оно дает сейчас результат, да, и это может нам совершенно даже и не понравится, да, быть для нас неожиданным. То есть мы не всегда осознанно действуем. Какие-то вещи мы совершаем, вот, не понимая, что мы делаем, да, автоматически. И вот они на этой неделе могут к нам вернуться. Да, то есть все наши дела, которые мы раньше совершали, они возвращаются к нам.
Для львов, которые ищут работу, есть замечательная возможность нескольких предложений для того, чтобы применить свои способности. Вот на карте изображена ночь, то есть, может быть, еще не эта неделя даст вам возможность трудоустройства, но то, что вы будете рассматривать уже какие-то варианты, это 100%. А самое главное для вас найти ту деятельность, которая будет вас как бы давать вам возможность выразить себя полностью, да, даст вам возможность применить свои знания, таланты, способности, реализовать какие-то свои мечты. То есть не нужно соглашаться на все подряд. Лучше посмотреть, поискать и выбрать то, что действительно подходит, даже если это с какой-то задержкой будет. В любом случае, ваше желание исполнится, потому что вот по этой карте понятно, что вы имеете опыт, вы имеете возможности. И единственное, что здесь, это может быть отдаленный только результат, да, но в любом случае это произойдет в нужное время. А теперь для тех львов, которые имеют свое дело, выпадает карта «Корабль». Очень хорошая карта для коммерции, для любых торговых сделок, причем в больших объемах, да, когда у нас действительно что-то значимое происходит. Это может быть оптовые какие-то поставки, либо это может быть там большие просто партии, или клиент какой-то очень такой значимый, важный, который может сразу много платить. Также карта говорит еще и о том, что может сдвинуться с места какой-то проект, какое-то дело, которое, может быть, долгое время никак не продвигалось, не двигалось, да, и, может быть, вы настолько как бы переживали за счет этого, да, то есть вы надеялись, может быть, когда только затевали этот проект, вы надеялись на него, вы вкладывали много сил, связывали с этим много надежд, и вот какое-то время не было продвижения. Вот сейчас, наконец, это начинается. Кроме того, есть возможность расширить свои связи, выйти, может быть, на новый уровень, либо выйти на новых клиентов. В общем, действительно, у вас здесь идет период развития, особенно вот то, что касается коммерческих сделок, то, что касается образования, обучения, каких-то перемещений, допустим, клиенты могут появиться из-за границы, да, работать через интернет, то есть здесь тоже это все очень удачно. Теперь финансы для львов. Выпадает карта ребенок, то есть может открыться новый финансовый какой-то канал, благодаря тому, что вы начинаете какое-то новое дело, новый проект, к вам приходит какой-то новый клиент, или, может быть, вы учитесь, да, и вот ваши как бы новые способности, новые таланты, новые знания, они начинают давать уже здесь прибыль. То есть уже какая-то финансовая составляющая появляется. Кроме того, карта может говорить еще о том, что нельзя безответственно относиться к этой сфере своей жизни. Может быть, вы не считаете деньги, может быть, не откладываете, не создаете безопасность, да? Может быть, слишком много тратите вот просто по какому-то как бы первому побуждению, да, а потом можете почувствовать, что вот на что-то не хватает важное, да. Может быть, здесь будут какие-то уходить деньги на дом, может быть, для кого-то это ипотека, для кого-то, может быть, ремонт, покупки в дом и так далее. То есть здесь действительно нужно следить за тем, что с финансами происходит. И с другой стороны, если, допустим, у вас нет сейчас вот второго какого-то потока финансового, да, карта говорит о том, что у вас есть такая возможность. То есть что-то новое добавить в вашу деятельность, которая будет приносить деньги. Совет: выпадает корабль для львов. Здесь у нас как бы уже была такая карта, да, но это только для тех, кто занят своим делом. А это общий совет для львов. Карта говорит о том, что нужно решаться на что-то новое, нужно решаться на обучение, нужно решаться на путешествия, на переезды, на получение новых знаний. Если, допустим, вы хотите продать там дом, машину и все что угодно, такое масштабное, крупное, да, то это хорошо делать на этой неделе. Либо приобретать то же самое, какие-то крупные приобретения делать.
Также карта говорит о том, что мы можем выгодно продавать свои какие-то услуги, свои таланты, способности. И не нужно как бы от этого уходить. То есть все возможности идут к нам в руки. Карта говорит о том, что может действительно исполниться что-то очень важное, да, может действительно начаться какое-то новое дело, может финансовый поток какой-то новый образоваться, да, может быть знакомство очень важное с человеком, с которым в дальнейшем будет семья, дети и так далее. То есть вот действительно карта, которая говорит о больших переменах в жизни, а к ним нужно быть готовым, нужно смелостью обладать для того, чтобы решаться вот на такие перемены. Потому что мы привыкли, что нас жизнь заставляет, какие-то ситуации происходят, обстоятельства происходят, когда мы вынуждены что-то делать, а самим решиться нам трудно. Так вот, карта говорит о том, чтобы мы сами решали, чтобы мы не боялись инициировать, тем более, что возможности будут приходить, но они нас будут не принуждать, это будет нам просто предлагаться жизнью. Вот. А наше дело уже отвечать на эти возможности, брать на себя инициативу, как бы отбрасывать страхи в сторону, да, и развиваться. Вот везде абсолютно, что для нас важно, вот эта неделя может нас продвинуть. Друзья, желаю замечательной недели, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!